В Саранске местные власти пытаются замять скандал с переселением местных жителей из частного сектора. Прикрываясь государственными интересами, руководители региона, кажется, совсем не хотят обращать внимание на протесты горожан. А последние уже просто боятся за собственную жизнь. Репортаж Александра Долгих. Каждое утро, собираясь на работу, Клара Дмитриевна, педагог с 20-летним стажем, боится, что вернется на пепелище. По крайней мере, соседям, тем, кто отказался от предложения властей переехать в другое жилье, подобные угрозы уже поступали. А небольшой домик с 20 сотками на окраине Саранска – все, что заработала учительница за свою жизнь. Вот захотели, я говорю, построить здесь. Вообще, можно сказать, выбрасывают в полном смысле на улицу. Стали бивать сваи. Дальше дом рядом, который сносили, специально трактором били, чтобы мы тут покачнулись. А потом стали разговаривать вот со строителями, которые ответственно говорят, это такая политика у нас. Какая политика? А чтобы нас застрашить. Жители домов по улице Тамбовской еще год назад не думали, что когда-нибудь попадут под каток административных ресурсов. Да, ну и понятно, вниманием мордовские власти их никогда не баловали. Даже с коммунальными авариями справлялись самостоятельно, не рассчитывая на помощь сверху. А тут футбол. Условно говоря, просто люди попали, скажем так, под дорогу, которая, также будет работать как бы и на чемпионат мира, но она, на тот момент она как бы для обычной жизни города, так сказать, предназначалась. Алексей Меркушкин – вице-премьер правительства Мордовии, по совместительству министр по целевым программам. Он-то как раз и курирует строительство спортивных объектов в республике. Эти самые объекты, кстати, по странному стечению обстоятельств, возводит компания СДС, которую еще год назад возглавлял Меркушкин. Многомиллионные подряды, выгодные условия, минимум волокиты. И вот жители улицы Тамбовская не хотят освободить место под застройку. Слушай, подскажи, пожалуйста, у нас кто может так вот развернуто, более-менее понятно объяснить, то есть это будет одним из вопросов, да? Сейчас да, это будет одним из вопросов. Понятно. Кто может по поводу Тамбовской улицы дать как бы разъяснение? Вот как там все-таки ситуация развивалась? Я просто не совсем в курсе. А ситуация развивалась просто. Несмотря на выделенные из бюджета по целевой программе миллионы, владельцам домов предложили компенсацию, исходя не то что не из рыночной стоимости жилья, ниже кадастровой. Только по 18 гражданским делам гражданам недоплачено только за земельные участки 127 миллионов рублей. Вот таким образом, в наглую, по-другому не назовешь, идет рейдерский захват земли. Спрашивается, в чьих интересах это делается? И это делается в первую очередь в интересах семьи Меркушкиных. А интересы у семьи Меркушкиных действительно обширные. 17 лет регионом руководил отец Алексей, Николай Меркушкин. Сейчас он, к слову, возглавляет Самарскую область. За это время благосостояние его близких достигло завидной величины. Еще бы, супруга владеет аптечным бизнесом, старший сын сельхозпредприятиями и консервным заводом, младший, если верить единому госреестру, до поступления на службу распоряжался сетью автозаправочных станций, ночными клубами, кондитерской фабрикой, а также входил в совет директоров крупного банка. На сайте был опубликован материал. Это «Самарское обозрение». Оно уже всем известно, получило широкий доступ, где четко изложено, какие активы принадлежат семье Меркушкиных. И самое основное – это застройка. А чтобы ввести застройку, надо иметь халявную землю. А реализацию целевой программы по строительству спортивных объектов, говорят правозащитники, власти Мордовии просто решили использовать в своих корыстных интересах. Удумали наши местные царедворцы, феодальные князьки, здесь что-то строить. Ну, по закону никак нас под многоэтажное жилищное строительство нас не свести. Что-то надо сделать. Потому что на этом, как надо нас захватить. И придумали они вот этот мост, дорогу, аж загнули под прямым углом и прижали к нашим домам и огородам, к нашим домовладельям. Заявление в полицию, Следственный комитет жители дома на Тамбовской улице уже написали. Правда, пока никакой реакции на это не последовало, кроме той, что в гости к ним стали приезжать крепкие мужчины на дорогих иномарках. Подошли два человека. Юрий Александрович, отдали бы вы свой домик? Подпалить могут и сами можете физически пострадать. Они вот так. Да. Я говорю, я готов пострадать за свой дом. Александр Долгих, Владимир Алфимов, Дмитрий Сальников, НТВ, Мордовия.